Возможно, избежать насекомых в доме помогло бы, если бы использовали продукцию изобретателя, речь о котором пойдет далее. Рифат Бадырдинов во времена распада Советского Союза работал на производстве красного кирпича. Тогда его пригласил на работу доцент Камского политехнического института Гаяс Малихов. Челнинские кирпичники отошли от стандартного кирпича и придумали свою технологию. Какую именно, расскажет Константин Величко. Административно-бытовой корпус вон там, подальше, параллельно две стены стоят. Печь обжига была. Рифат Батырдинов с грустью рассказывает и показывает места, где в середине 90-х было активно развивающееся предприятие красного кирпича. Все было хорошо. Предприятие даже придумало свою уникальную технологию производства, которую предложил наш герой. Глина не налипала на барабан при замесе, а сам кирпич получался абсолютно гладким и долговечным. Однако в 98 году не стало руководителей предприятия, и производство постепенно сошло на нет. Жалко, конечно. Вот если запустить вот эту технологию, себестоимость кирпича можно и снижать где-то на 30%. Это еще не все выгоды, которые можно извлечь с применением технологии сушильной камеры со встречным потоком, которую использовали челнинцы. Годится практически любая глина. Работало на производстве всего 7 человек. Выгода была и в энергосбережении. В среднем челнинское предприятие тратило всего около 10 киловатт электроэнергии в час, а их конкуренты в разы больше. Никаких микротрещин на самом кирпиче, а надежность продукции могут подтвердить те, кто когда-то ей воспользовался. Эти кирпичи использовал для погреба, для бани, для банной пищи. Вот прошло 25 лет, он все сохранился, нормально, по температуре работал. А гаражные кирпичи наружу, там влага туда-сюда, они тоже нормально, не рассыпаются, хорошие кирпичи. Сейчас Рифат Батырдинов имеет на руках патент на эту технологию производства кирпича. Однако она пока не нашла поддержки у отечественных производителей. Зато мужчине пришло предложение запатентовать свою технологию в Европе. Звучит, конечно, очень заманчиво, но не хотелось, чтобы очередная хорошая идея уехала за границу. И есть предположение, что если так произойдет, то российские предприятия будут закупать качественный кирпич уже за совсем другие деньги. Константин Величко, Ленар Султанов. Новости.